Модная, добротная и, конечно же, теплая. Такая одежда и обувь нужны сегодня людям тайги и тундры. Это подтвердила прошедшая в Якутии традиционная ярмарка-выставка товаров, выпускаемых предприятиями местной промышленности. Минули те времена, когда в магазинах на расхват шла любая вещь. К некоторым образцам, выставленным на ярмарке, у покупателей серьезные претензии из-за их невысокого качества. Не удовлетворяется спрос на меховые куртки и обувь. Подчас заявки торговли выполняются лишь наполовину. На этот комбинат сырье поступает из разных районов республики. Отсюда кожаные и меховые изделия идут во все ее концы. Предприятие считается передовым. Ежегодно выпускает продукции на 18 миллионов рублей. Но в последнее время рост производства замедлился. Мощности предприятия практически исчерпаны. Ни частичная реконструкция, ни предложения рационализаторов не дают ощутимого эффекта. В цехах тесно, много ручного труда, устарело технологическое оборудование. Изношенные малопроизводительные станки не позволяют запускать те модели, на которые большой спрос. Молодежь неохотно идет на комбинат, не хватает квалифицированных специалистов. И в результате медленно повышается качество продукции. А почему как свалка выглядит двор предприятия? Он завален шкурами, испорченными в результате неумелого забоя, хранения, перевозки. Это уже не сырье, а отходы. И их больше половины от поступления. В кабинете директора комбината Василия Ильича Пономарева министр местной промышленности РСФСР Виктор Константинович Успенский и Сергей Николаевич Маркин, председатель Совета министров Якутской АССР. Поможет ли их встреча найти выход из тупика? Неотложная задача – резко улучшить заготовительное дело. Не менее важно – провести коренную реконструкцию предприятия, организовать строительство жилья для работников комбината. Настала пора от слов перейти к делу.